мегӯянд вазнбардорӣ сахт аст. бале, сахт аст. аммо зани қавӣ аз чунин вазнҳо наметарсад ва ӯро мебардорад. қаҳрамони навбатӣ барномаи «Зан ва варзиш» Парвина Сурхакова. барои занон варзиш махсусан муҳим аст, зеро он ба саломатӣ ва зебоии рӯҳӣ таъсири мусбат мерасонад. Спорт для меня буквально все. Вы знаете, я сколько себя помню, я в спорте. Я с детства, с 6, с 5 лет, как меня отдали в спорт, я так и занимаюсь этим. Парвина Сурхакова модар ва бонуи фаъолу муваффақ дар соҳаи варзиш мебошад. ӯ бо фаъолият ва муносибати ҷиддӣ ба касби худ тавонистааст миёни бонувони варзишгар ҷойгоҳи арзанда пайдо намояд. Дело в том, что моя основная работа – это инструктор в спорткомплексе. Я являюсь тренером как групповых программ, также инструктором индивидуальным, работаю непосредственно с людьми отдельно, если есть какие-либо индивидуальные предпочтения. Также я являюсь действующей спортсменкой по тяжелой атлетике и мамой двоих деток. Соответственно, немного тяжело, но тем не менее я расставила свои приоритеты так, что нахожу время и для детей, и для работы, и для своего увлечения, то есть тяжелой атлетики. У меня основная работа идет через день, с утра до вечера. Я в спорткомплексе Тоджварс здесь тренирую. У меня несколько групп в течение дня. Я преподаю по очереди каждой группе. умуман варзиши вазнабардорӣ яке аз намудҳои мушкил махсусан барои бонувон аст. аммо ба ин нигоҳ накарда имрӯзҳо бисёр занон ба намуди варзиши вазнабардорӣ шавқ доранд. вазнабардорӣ на танҳо барои қавӣ шудани мушакҳо, балки барои нигоҳ доштани саломатӣ низ фоида дорад. ин намуди варзиш ба занон қувват, тобоварӣ ва эътимод мебахшад. Я всегда любила спорт, я всегда любила это и стремилась к тому, чтобы заниматься этим всю жизнь. То есть, даже если бы я работала бы в каком-нибудь офисе или учреждении государственном, в любом случае я уверена в том, что я бы через день 3 раза или в 4 раза в неделю посвящала бы свою жизнь именно спорту. Но, кроме того, что я бы занималась, мне еще интересна другая сторона. Мне хочется помогать. Мне хочется помогать другим, полюбить тоже спорт, полюбить желание двигаться, быть активными в жизни. Потому как активность – это и есть жизнь, это и есть молодость. Если ты двигаешься, у тебя все получится. Поэтому я никогда не сомневалась о том, что я выбрала именно эту работу. Я довольна этим. баъзан вақт назарҳое вуҷуд дорад ки вазнабардорӣ танҳо барои мардон аст. аммо ин дуруст нест. занон низ метавонанд бо машқҳои дуруст ва риояи қоидаҳо ба ин навъи варзиш машғул шаванд. борҳо мушоҳида кардем ки бонувон дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ дар ин навъи варзиш баромад намуда дастовардҳои шоён нишон медиҳанд. машқҳои вазнабардорӣ баданро солим ва зебо нигоҳ медорад. В Таджикистане есть двоякое представление о том, тяжелая атлетика и девушки. Почему-то многие думают о том, что если заниматься тяжелой атлетикой, то это в первую очередь вредно для женщин, для девушек, потому что это репродуктивные в первую очередь их органы. И, соответственно, в будущем, возможно, она не будет мамой.
Я полностью, категорически опровергаю это, потому как считаю, что если заниматься правильно, если заниматься по плану, делать все так, как необходимо, то никаких проблем не будет. Раз, наоборот, все необходимые мышечные структуры, которые у нас есть, будут, наоборот, только нас поддерживать и развиваться в правильном русле. Поэтому я за то, чтобы тяжелая атлетика развивалась у нас в Таджикистане. қаҳрамони барномаи имрӯза низ на танҳо ба варзиши вазнабардорӣ машғул аст, балки ин навъро ҳамеша як ҷузъи зиндагиаш мепиндорад. ӯ бо заҳмату тамринҳои мунтазам кӯшиш кардааст, ки ба дастовардҳои назаррас ноил шуда барои насли дигар намунаи ибрат бошад. Сюда, в зал «Динамо», я прихожу 2 раза в неделю. Эти тренировки мне необходимы для того, чтобы выработать максимально свою технику, так как в ближайшее время у нас планируется чемпионат мира среди мастеров спорта, к чему я должна готовиться здесь. Что касается своего другого зала, где я непосредственно работаю, там я занимаюсь 3 раза в неделю по сплит-программе. Там у меня дни разделены на день ног, день спины, также день пресс, ягодичный и так далее. То есть разделяю по программе и работаю. Это необходимо для того, чтобы я максимально могла выработать свою силу и в дальнейшем выступить наилучшим образом. Шогирдамон Сирхакова Парвина аз соли 2021 аст ки инҷониб бо мо тамрин мекунад. Натиҷаош бисёр натиҷаҳои хуб ҳастанд. Соли гузашта унвони устоди варзишро ба даст оварданд. Сол сол натиҷаош хубтар шудааст. Первые мои достижения были, к сожалению, не в Республике Таджикистан, так как я выросла в другой стране. Но как только приехала в Таджикистан, это были мои подростковые периоды, я первым делом занялась спортом. Сначала было тяжело найти то, что я хотела, но я нашла. кӯшиш мекунад бо даст додани имкониятҳои таҷрибааш ба варзишгарони оянда омӯзонад, вазнабардориро тарғибу ташвиқ намояд. Возможно, в будущем с помощью Сангала Сумидина, моего тренера по тяжелой атлетике, заслуженного мастера спорта Республики Таджикистан, я смогу в дальнейшем тоже открыть отдельно группу девочек, собрать девочек с 15-16 лет, готовить их, чтобы они в будущем могли достойно представить наш Таджикистан. Умедворам ки дар мусобиқаҳои оянда парчамбардор бошад ва номи миллатро дар арсаи ҷаҳонӣ баланд бардорад. Варзиши вазнин барои ягон духтар мушкилӣ надорад. Мо дар ин толори варзиши «Динамо» тақрибан 8-9 духтар дорем ки машқ мекунанд. ҳамаш натиҷаҳошон хуб ҳастанд. Мо умед дорем ки бозтаро зиёдтар шаванд, дар мусобиқаҳои оянда низ медалот бисёртар ба даст биёрем. вақте ки ӯ хурд буд, ишқу алоқааш ба варзиш аз ҳамон замон бештар шуд. варзишгароне ки ба дилхоҳравия меҳр мебанданд, ҳатман дар оянда ба қуллаҳои баланди дастовардҳо мерасанд. барои Парвина душвориҳо дар давраҳои гуногун хеле зиёд буд, вале таслим нашуд ва машқу тамринҳояшро идома дод. ҳоло бисёр хушҳолу сарфароз аст, ки ҳеҷ гоҳ дар фикри тарк кардани варзиш набудааст. С самого детства мне просто было все это интересно. Я себя помню 5-летним ребенком, как я заглядывалась в телевизоре на чемпионаты по боксу или на волейбол, или любой другой вид спорта, который только есть. Мне просто хотелось заниматься спортом, мне просто хотелось двигаться. Мне это всегда было интересно, поэтому с самого детства я сама просила своих родителей отводить меня в ту или иную спортивную секцию. Будь это кикбокс, будь это гимнастика спортивная, будь это в дальнейшем армрестлинг, или же моменты, когда я увлекалась пауэрлифтингом, постепенно я нашла свое. Но скажу в точности то, что для меня мотивацией было фильмы таких знаменитых актеров, как, например, Брус Ли,
или тот же Джеки Чан. Он смешной, но тем не менее он делает это все так, что тебе хочется заниматься спортом. У меня отец, он был достаточно жестким. И видя его, я бы хотела быть таким же, как и отец. Возможно, поэтому я и пошла в спорт. барои ба воя расидани дилхоҳ шахс то як андоза муҳити гирду атроф ҳам таъсири худро мерасонад. аммо барои Парвина аз лиҳози манфӣ ҳеҷ чиз таъсир нарасонид. баръакс, ӯ мегӯяд, ки дастгирии оила дар роҳи интихоб намудааш нақши калон дошта ва ба ӯ илҳоми тоза мебахшид. дар зиндагӣ барои худ ду масъулияти муҳимро интихоб кардааст: оила ва касби дӯстдоштааш. Мои родители всегда меня во всем поддерживали, в том числе отец. Он гордился тем, что я занимаюсь спортом. Так как у отца не было сына, для него это было важно. И поэтому все мои результаты, достижения для него это тоже как подвиг. Поэтому нет, родители никогда не были против того, чтобы я занималась спортом. А наоборот, поддерживали меня во всем. Я знаю Парвину больше 10 лет, точнее, даже, может быть, 15 лет. И как тренер я могу сказать, она не только то, что она очень позитивная, вдохновляет. Даже когда ты приходишь без настроения или с упадком сил после рабочего дня, после тяжелого рабочего дня, то один взгляд ее и ее позитивный настрой добавляет тебе сил. Это еще тренировка не началась, а когда начинается тренировка, она зажигает и для здоровья, и для настроения со всех сторон. С этим энергетическим, хорошим, отличным энергетическим настроением ты возвращаешься домой, и жить хочется, и энергией хочется делиться с родными и близкими. На протяжении 17 лет, работая в спорткомплексе, сначала я была достаточно скованным человеком. Я не знала, первые 2 года я не знала, как найти общий язык с людьми, с большим коллективом, так как я была привыкшая к тому, чтобы работать только с одним или с 2. То есть индивидуальный у меня был подход. Но я решила, что я могу работать с коллективом, с большим количеством людей, и перешла на групповые тренировки. Первое время, да, было тяжело находить общий язык, но постепенно мы стали находить его, и я поняла одно: с женщинами очень интересно работать. Сюда приходят не только для того, чтобы заниматься спортом, получать здоровье. ин риштаи варзиш аксар вақт душвориҳои зиёде дорад, вале новобаста аз ин ҳам бонувон машғули он мешавад. Парвина мегӯяд, ки ин намуди варзиш барои ӯ мушкил нест ва аз ин риштаи интихоб кардааш бори ҳам пушаймон нашудааст. С определенными семейными проблемами я не могла заниматься спортом, но впоследствии, после того, как окончила университет, у меня появилась такая возможность, и я смогла продолжить свою деятельность именно в спорте. То есть сначала я начала работать в сфере фитнес-индустрии, развиваться, проходить международные сертификации для того, чтобы работать достойно в этой сфере, чтобы не было никаких проблем с клиентурой, которая поступает, дабы клиенты разные. И нужно знать до мелочей анатомию, физиологию человека. Поэтому после окончания и получения первого своего диплома я поступила в наш национальный физкультурный институт. Успешно его с красным дипломом окончила. И по завершению продолжила свою работу в фитнес-индустрии. Стараюсь развивать спорт в нашем Таджикистане по максимуму и помогать женщинам быть не только спортивными, но и здоровыми. Уже много лет хожу в спортзал Точварс. Мой тренер Парвина. Очень мне нравится она как человек. Отдельная тема, какой она тренер. Мне нравится, как она тренирует, как показывает нам упражнения, как делать правильную технику, чтобы мы были красивыми и здоровыми. В общем, очень люблю заниматься спортом, а с Парвиной вдвойне.
нафаре ки ҳамчун варзишгар пастию баландиҳоро пушти сар гузоштааст, мехоҳад дар фаъолияти мураббигиаш шогирдонаш ва мизоҷонаш ба душвориҳо рӯбарӯ нагарданд. Аммо ҳеҷ як пайроҳаи осонгузар нахоҳад буд. Парвина лаҳза ба лаҳза мекӯшад то шогирдонашро дар роҳи росту хештаншиносӣ тарбия карда, ба онҳо нозукиҳои ин намуди варзишро омӯзонад. К сожалению, очень часто уже, согласно статистике, ожирение у нас не частное проявление. И, к сожалению, у женщин это уже раньше проявляется. И не только женщин, и у мужчин также. То есть раньше, если мы встречали диабетиков старше 45 лет, то сейчас приходит к тебе молодая 25-летняя девушка и говорит о том, что у нее ожирение или же сахарный диабет, к сожалению. Во-первых, что я могу тут посоветовать? Исключить полностью фастфуд. Это раз. Во-вторых, опять-таки больше активности. Если есть возможность посещать зал, то для тех, у кого проблема с весом, есть щадящие тренировки, то есть не тяжелые, специальные, которые инструктор подбирает для этого человека. И постепенно, небольшими темпами этот человек будет получать результаты. И ни в коем случае людям с диабетом нельзя давать сильную нагрузку. Максимум начинать нужно с беговой дорожки, то есть с кардиотренажеров, беговая дорожка, эллипс или же велотренажер. А затем уже постепенно приучать его к определенной программе работы на тренажерах. И плюс, естественно, это правильное питание. Если этот человек будет придерживаться правильному, сбалансированному питанию плюс активность, он получит результат и, соответственно, проблемы, которые были с диабетом, тихо уйдут на нет. ба гуфтаи ӯ муваффақият дар варзиш танҳо бо машқ не, балки бо сабр, тарбия ва дастгирии наздикон ба даст меояд. Сабр беҳтарин фурсатест барои расидан ба муваффақиятҳост. Мне всегда хотелось бы участвовать в международных чемпионатах. Дело в том, что ранее мне не позволяли. Сейчас у меня есть такая возможность, поэтому я усиленно готовлюсь. Скоро намечается чемпионат мира по тяжелой атлетике среди мастеров спорта, и я собираюсь в нем участвовать. Чемпионат будет проходить, дай бог, в Пакистане летом. Точную дату я еще не могу сказать, поэтому я сейчас в данный момент активно готовлюсь к наступающему мероприятию. Я занимаюсь спортом более 7 лет. Спорт – это неотъемлемая часть моей жизни. С Парвиной я знакома более 7 лет. Считаю ее очень профессиональным тренером, профессионалом своего дела. Тренировки у нас проходят очень интересно и продуктивно. Также с тренером мы общаемся за пределами зала. Считаю ее очень интересным, позитивным человеком. Также ее позитив чувствуется и в зале, во время тренировок. Она нас очень хорошо мотивирует и заинтересовывает. И поэтому я считаю, что наши спортивные занятия, которые протекают 3 раза в неделю, проводятся достаточно интересно и очень профессионально. После рождения моей дочки мне пришлось полностью уделять время маленькому ребенку, поэтому я на год ушла и с работы, и со спорта. Мне нужно было максимально уделять время ребенку. Но по истечению обстоятельств я поняла, что без спорта я жить не могу, так как спорт – это есть здоровье, это первостепенно. У меня появились боли в спине, я поняла, что это остеохондроз, и единственное, что мне поможет, не какие-то массажи или таблетки, а именно спорт. Поэтому через год после рождения дочери я вернулась как на работу, так и к основным своим тренировкам. парвина дар баробари кору фаъолият ва пайвастагиаш ба варзиш ҳамзамон ба тарбияи фарзандон ҳам таваҷҷӯҳи ҷиддӣ медиҳад, то онҳо дар ҷомеа шахсони донишманду ва тандуруст ба воя расанд. Я в основном занята домашними делами своими, так как каждая мама хочет, чтобы его ребенок был сыт,
хорошо одет, был чистым, а также дом был в порядке. Поэтому, как я уже отметила, в те дни я с утра до обеда стараюсь делать все для своих домашних. По выходным, то есть непосредственно в воскресенье, я стараюсь уделять максимальное свое время своим детям. То есть посещать те или иные развлекательные центры, чтобы они видели и чувствовали внимание родительницы максимально для себя. ӯ ҳамеша талош мекунад миёни зиндагии оилавӣ ва фаъолияти касбии худ тавозуни хубро нигоҳ дорад. Как и любая мать, я думаю, что максимально нужно уделять время именно воспитанию своего ребенка. Поэтому я для этого максимально вкладываюсь. Вот. И в плане учебы, и в плане, как себя вести в обществе, и, естественно, и спортивное воспитание. Я считаю, что любой ребенок должен заниматься спортом с детства, так же, как и я занимаюсь с детства. Поэтому и мои дети, они знают об этом, знают о моей позиции по отношению к ним. Сын мой младший, он занимается карате, вовлечен, и у него к этому есть огромный интерес. Что касается дочки, она не так увлекается спортом, как сын, но тем не менее, чтобы хотя бы быть в этом заинтересованным, она занимается плаванием и поддерживает свое здоровье именно этим. хушбахтона ба шарафи дастгириву ғамхорӣ ва чораандешии пайдарпай ва дахолати бевоситаи пешвои миллатамон тоҷикистони соҳиб истиқлоли мо дар арсаи байналмилалӣ дар ин ҷода низ то рафт симо ва ҳузури дурахшони худро падидор месозад. Пайваста хабари пирӯзиҳои варзишгарони мо чӣ хурду чӣ бузург ба гӯш мерасад. Если получится, и после чемпионата мира по тяжелой атлетике, если у меня будет время, чего я желаю, то я планирую тренировать будущих атлеток, девушек по тяжелой атлетике. Поэтому есть максимальное предложение к молодым девушкам, которые имеют желание заниматься тяжелой атлетикой, обращаться к нам. Мы будем максимально поддерживать их в этом, делать все, чтобы они правильно занимались, чтобы правильно подготавливались, правильно могли находить время для себя, чтобы в дальнейшем могли они представлять наш Таджикистан на международном уровне. Это во-первых. Во-вторых, хотелось бы пожелать всем девушкам, женщинам, матерям, чтобы они максимально могли уделять время своему здоровью. бошад ки парвина ва дастпарварони ӯ бо матонат ва ҳисси баланди ватандӯстӣ дар мусобиқаҳои сатҳи ҷаҳонӣ шарафи кишвари азизамонро сарбаландона ҳимоя намоянд. умедворем ки дар баробари зиндагӣ ин бонуи қавӣ ирода метавонад саҳмашро дар оммавияти варзиш байни табақаҳои ҷомеа гузорад.